Ахмед Хучбаров, ингушский абрек и полевой командир, руководитель ингушским сопротивлением советскому режиму в течение 27 лет, вплоть до своей смерти в 1956 году, представитель Тайпа-Гулой из тайповского сообщества Мержой, национальный герой Ингушетии. Декрет Ахмеда Хучбарова, осетины, казаки, грузины, дагестанцы, русские и другие, которые заняли наши опустевшие ингушские села, наш народ в изгнании, и когда Бог вернет его домой, я знаю, все, что накопили наши отцы и отцы наших отцов, досталось вам. Пользуйтесь, Бог с вами, раз так получилось в этом проклятом государстве, но мой народ вернется домой, обязательно вернется, и помните это. Для вас, чужаков на нашей земле, я издаю декреты, которые обязательны для вашего исполнения, а то вам будет очень плохо. Первое. Не трогайте наши могилы, пусть мертвые спят до судного дня. Второе. Наши башни, склепы, святилища, древние алтари и памятники не трогайте, пусть наше прошлое спит до возвращения нашего народа. Третье. Не рубите наши фруктовые деревья, а ходите в лес за дровами. Ни один ингушский абрек вас за это не тронет. Четвертое. Не подвергайте хули наш несчастный народ ни на бумаге, ни на языке. Он не может вам сейчас ответить словом на слово. Подлое слово хуже пули. Будете каяться за это. Пятое. На нас, ингушских абреков, не доносите. Мы ходим по своей земле, по тропам, проложенным нашими отцами и матерями. Мы вас не трогаем, не трогайте и вы нас, а то потом вам будет стыдно и больно. Шестое. Когда наши люди станут возвращаться домой, уходите туда, откуда вы пришли, тихо, без шума и скандала. Седьмое. Наступят другие времена, и мой народ ответит каждому из вас за добро и зло, как того заслуживает каждый из вас. Весна 1944 года. Хучбаров Ахмед. Тамада народных мстителей. Подпись, печать. Этот декрет взят из книги Кадзоева «Оман Турпал. Герой народа. Хучбаров Ахмед». Роман написан на ингушском языке, но декрет дан на русском. Его автором является именно Хучбаров, а не Кадзоев. Иса рассказывал мне, что после возвращения из депортации он застал живых многих соратников Ахмеда Хучбарова и просто очевидцев, чьи воспоминания он и записывал. По словам соратников Ахмеда и очевидцев, абреки расклеивали декрет в населенных пунктах Ингушетии или приходили на колхозные собрания и там зачитывали. Формально Ахмед Хучбаров ушел в вечные бега, скрываясь от советского правосудия, а по существу он, как и многие другие горцы, не захотел войти в синхрон с новыми законами и моралью государственной системы. Уход Хучбарова в 1929 году в абреки был прежде всего самозащитой от правосудной машины, а затем осознанным, питаемым личным драматическим опытом, последовательным сопротивлением политики и практики бесчеловечного социального эксперимента конца 20-х, начала 30-х годов на Северном Кавказе. Ахмед Хучбаров родился в высокогорном селе Гули Галашинского района Ингушетии в 1894 году в большой крестьянской семье. Он был вторым из 12 детей, 6 братьев и 5 сестер. Его до конца своих дней, кто раньше, кто позже, досыта познали тяжкую участь членов семьи абрека. Традиционный джентльменский набор каждого ингуша и чеченца, впадающую в ересь, сопротивление Российской империи. Хучбаров Ахмед – выдающийся человек. Он жил как онах и умер как онах. Да будет доволен им Аллах, а мы будем помнить тебя вечно.